25 лет спустя представительство Института открытого общества Фонда содействия закрывает свой офис в Таджикистане. Я бы не сказала, что это прекращение деятельности, я бы сказала, что это трансформация. Ведь мир очень сильно изменился за последние, наверное, лет 20-30 в связи с информационными технологиями. Да? Предполагаем, все, что могло произойти, оно произошло, то это не так. Всего фонд оказал поддержку Таджикистану в размере $70 миллионов. Мораторий на смертную казнь, да, допустим, это лоббирование было, как бы создание коалиции против пыток, содействие развитию паллиативной помощи в Таджикистане, содействие развитию инклюзивному образованию, вклад в человеческий капитал, развитие аналитического общества. Да, много чего было сделано фондом. Мне кажется, Многие в Таджикистане знают организацию по имени ее основателя, американского филантропа Джорджа Сороса, которого его критики связывают с политическими переменами в ряде постсоветских стран. Противники Сороса новость о закрытии офиса в Душанбе восприняли с воодушевлением. Что касается фонда Сороса, то, на мой взгляд, лично на мой взгляд, то это просто финансирование и подготовка посредством различных НКО масс, которыми впоследствии можно будет управлять при поставлении определенных задач и даже политических задач. И, например, даже формирование мнения молодежного, да, то есть, например, у нас сейчас идет, так скажем, интеграция с Российской Федерацией, она всегда была, да, то есть мы всегда были нацелены на Россию. Мы были в Российской империи в свое время, потом в Советском Союзе. Вот, если посмотреть на то, где был Таджикистан, да, в составе СССР, да, я понимаю, что есть категория людей, которые мыслят еще советским мышлением, да, для них большая страна, одна политика, одна партия, это единственное, что они себе представляют в жизни, да, но на сегодняшний день Таджикистан уже 30 лет независимое государство. И как субъект международного права мы имеем право на сегодняшний день развиваться так, как мы сами хотим, как это общество само хочет развиваться. И этому есть все возможности. И фонд в этом плане, да, именно и содействует для развития, многостороннего развития этого общества. С этой точки зрения, я думаю, что это присутствие различных точек зрения, да, это хороший общественный процесс. Пусть будут разные точки зрения. Почему бы нет? Помимо общественных организаций, фонд оказывал огромную поддержку и государственным структурам, министерствам здравоохранения, образования. Немало проектов правоохранительных структур также были поддержаны грантами Сороса. Если бы фонд преследовал иные цели, то его бы еще раньше сами правоохранительные органы и закрыли бы. Помощь, оказанная наиболее уязвимым слоям общества, по мнению Самадовой, запомнится многим. Последовательно, год за годом, фонд Сороса помогал людям с инвалидностью стать полноценной частью общества, изменил отношение общества к этой категории людей, улучшил условия для их учебы. И все это проводилось при поддержке Министерств здравоохранения и образования. Сегодня условия детей с инвалидностью никак не сравнить с тем, что было 10 или 20 лет назад. Наиболее ценным Лолисана Улугова назвала возможность выражения через культуру и искусство, которые отвечают духу организации. Институт открытого общества, фонд содействия помогал еще в самом начале развития международного кинофестиваля «Дидор». Фонд всячески помогал, старался поддержать этот фестиваль. И благодаря этому фестивалю общество таджикское смогло посмотреть 1000 хороших фильмов. Тот фестиваль молодежи, который развивал документальный театр, и не только документальный театр, то есть это как часть театрального активизма. И очень жаль, конечно, осознавать, что один из создателей этого движения
театрального сейчас за решеткой. Я имею в виду Далера Эмомали. Офис фонда Сороса в Таджикистане открылся в 1996 году. Тогда в стране еще шла гражданская война. Поддержка в достижении мира и развития общества стали приоритетными в направлении деятельности организации. 2021 года глобальный фонд «Открытое общество», он занимается вот этим масштабным преобразованием, трансформацией, направленной на усиление своего влияния на именно права человека в глобальном значении. Думаю, что это коснулось Таджикистана, но через призму того, что теперь те проекты, которые фонд осуществлял в Таджикистане, они будут просто координироваться уже с другого регионального бюро. Вот. Поэтому, с одной стороны, да, мы как бы представительство фонда закрываем в Таджикистане, но я думаю, что все общественные организации, которые работают в Таджикистане, смогут взаимодействовать с фондом уже на региональном